Если жители Якутска беспокоит недостаточность растительности, то в Ленске с зелеными насаждениями проблем нет. Однако ленчан заботит то, что скрывается в этой зелени. Район – рекордсмен по случаям укусов клещей. В причинах нашествия паукообразных разбиралась Светлана Балеева. Несмотря на то, что Ленский район признан таковым, дачников это не страшит. С начала мая они заехали на свои садовые участки и готовятся к высадке овощных культур. Елена Геннадьевна Зубарева ежегодно в конце апреля заезжает на дачу и живет здесь до конца сентября. До начала посевных работ она всегда старается навести порядок в доме и на огороде, а уже потом приступает к посадке овощей. Сегодня она ее почти закончила. Во время нашей съемки женщина занималась высадкой баклажан. На очереди только картофель. И так весь в круглый год, где пощипаешь, где польешь, где обработаешь, где как. Ну вот так вот все лето и идет. В районе дачных садоводств уже выявлены первые укусы клещей. В этом году они зарегистрированы раньше на неделю. Но женщина не переживает, ведь она постоянно проводит обработку своего участка. Ну как-то не боюсь, потому что меня ни разу не кусали. И потом я ранней весной обрабатываю не только по периметру своего огорода. Я обрабатываю до самой речки, вот где мы ходим. Все это обрабатываю, у меня специально есть этот от клещей. Ну, 3 раза за сезон обрабатываю. Ничего вроде. Не боится женщина зря, ведь клещи – переносчики опасного заболевания, которое приводит к печальным последствиям. В этом году Ленский район признан эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому население активно идет, да, то есть потому что это профилактика такого грозного заболевания, как клещевой энцефалит, и такая вакцина, конечно, необходима каждому. Как можно раньше надо ставить, потому что иммунитет возникает через 2 недели после второй вакцинации. Да? То есть мы полностью должны хотя бы 2 вакцины получить. На сегодняшний день выявлено 4 укуса клещей, 3 из них у взрослых и 1 у ребенка. Все ленчане при обнаружении клеща обратились в городскую больницу. Там медицинские работники помогли его удалить и отправить на исследование, а пациенты получили инъекцию иммуноглобулина. В Ленскую ЦРБ уже поступило несколько партий платной вакцины от клещевого энцефалита. Это более 3000 доз. Все они в короткие сроки были использованы. Сегодня вакцина в наличии есть всегда, и все желающие могут получить ее в любой момент. Препарат стоит немногим более 1000 рублей, но это не пугает ленчан, ведь здоровье на первом месте. Около прививочного кабинета всегда можно встретить желающих привиться от клещевого энцефалита. Я прочитала статью о том, что в Ленском районе появился энцефалитный клещ, и мы всей семьей решили привиться. Начинается огородный сезон, поедем картошку садить, ну и другие работы садово-огородные. Также мы любим очень ходить в лес за грибами, за ягодами. Поэтому вот и решили предостеречься и поставили прививки. Препарат приобретается не только по линии Минздрава республики, но и его закупает на собственные средства Ленская ЦРБ. Вакцина состоит из 2 этапов с перерывом 1 месяц. Ну, этих доз достаточно будет, и еще на осень даже хватит, думаю. Осенью тоже можно вакцинировать. То есть сейчас мы начинаем ставить первый этап, да, потом второй компонент мы ставим через месяц, и уже через год следующая вакцинация. Да. Также новый курс вакцинации можно начать осенью. Привиться можно в любой рабочий день, оплатив препарат в кассе медицинских осмотров. Но очень неудобно вот что. В одной поликлинике делают прививку, а оплачивать надо идти в другую поликлинику. Это далеко, особенно если пешком человек ходит, это очень неудобно. Многие ленчане сегодня получили вакцину, но остались и те, кто не хочет или боится проводить данную процедуру. И тем не менее, и тем, и другим нужно знать, что в случае обнаружения у себя клеща нужно обратиться за квалифицированной помощью. Ни в коем случае не извлекать его самим. Также после укуса необходимо введение противоклещевого иммуноглобулина. Мы закупили иммуноглобулин в достаточном количестве, 1200 доз, да, то есть получается это как экстренная профилактика клещевого энцефалита. Если, например, человека укусил клещ, в течение 72 часов можно поставить иммуноглобулин, да, то есть это делается в районной поликлинике, в выходные или вечернее время в приемном покое тоже в наличии она есть всегда. В прошлом году в Ленском районе зарегистрировано 186 укусов клещей. В основном клещи встречаются в районе дач, в парке и в частном секторе. Светлана Балеева, Александр Рачук, Ленск.